Да, все правильно. к сути. Все-таки претензия какая, вот вы видели, да, и вот риски, о которых вот Ливан говорит. Что в этом же документе есть перечень этих рисков. И по демографии. Да. Мы сейчас коснемся каждого. Да, мы хотим к этому прийти. Давайте, Андрей Львович. Я вступительное тогда завершу. Все-таки давайте. Дальше На этот были очень ряд важный встреч. вопрос, потому Я что считаю, это что это чувствительный вопрос. абсолютно Зрители, однозначно. которые сегодня нас слушают, для них самый главный вопрос – это вопрос демографии. Конечно, и когда людям мы будем говорить, что нашей демократической безопасности угрожает этот законопроект, вы понимаете, какое восприятие. Поэтому, насколько возможно, давайте попробуем конкретно разобраться и дать зрителю возможность самому тоже проанализировать, самому тоже понять, есть ли риски, или на самом деле это очень серьезная экономическая целесообразность. Давайте поможем зрителю, поможем себе тоже разобраться, но насколько возможно конкретно, пожалуйста. Хорошо, продолжите, если видим, что... Я тогда позволю себе продолжить. Андрей Мы вам Львович не дали? дал небольшую предысторию. Логическую цепочку выстраивал, ничего ради бога. Да, пожалуйста. Андрей Львович дал предварительно, значит, каким образом формировалась концепция, как формировался подход и в каких рамках проводились соответствующие подготовительные мероприятия к представлению законопроектов и пакета законопроектов, регулирующих данную деятельность. Что содержит в себе этот подход? Я изначально хочу сказать, Ливан, я с вами не могу согласиться, потому что законопроект четко разграничивает все понятия, касающиеся этого направления. И в данном случае я могу в определенной степени разделять риски, о которых вы говорите, но есть суть законопроекта, есть содержание и есть соответствующие результаты, на которые мы рассчитываем. И я думаю, лучше предметно о них поговорить, и я думаю, для вас тоже, может быть, какие-то вещи на сегодняшний день станут более очевидными. Что содержит в себе предполагаемый подход? Во-первых, тот вопрос, который касается стихийной застройки, да, то, о чем говорят, в принципе, все эксперты, которые занимались изучением данной инициативы, давали свое заключение. На сегодняшний день существует соответствующее постановление правительства, которое уже предусматривает такой вид, как апартаменты и апарт-отели. И на сегодняшний день ничего не ограничивает местные органы управления. Совершенно верно. Дайте я скажу, вы поймете, к чему я веду. В данной ситуации такая форма есть, и местные органы управления, руководствуясь данной нормой, могут принимать соответствующие решения. Вместе с тем, значит, речь идет о том, что в той норме, которая сегодня существует, как вы действительно отметили, речь идет об апартаментах, которые могут находиться в рамках гостиницы и соответствующих комплексов. Предложенный законопроект предусматривает следующее. Апартамент – это расположенное в апарт-отеле, я подчеркиваю, нежилое коммерческое помещение общей площадью не меньше 20 квадратных метров, состоящий из одной или более комнат со спальным местом. Апартаменту, еще раз хочу подчеркнуть, придается статус коммерческого помещения, которое может находиться в частной собственности физических и юридических лиц, при этом предусмотрено существенное ограничение. Это очень важное ограничение, которое исключает то, о чем вы говорите. Апартамент не является жилым помещением и не предназначен для постоянного проживания граждан, и в апартаменте невозможно прописаться. Это очень важное ограничение. Нет, Ливан. Нет, если подходить к вопросу с юридической точки зрения, это очень важная законодательная норма, потому что из нее вытекают определенные следственные вещи. И в данном случае, как я понимаю, вас беспокоит вопрос, связанный с тем, как нивелировать риски в связи с тем, что данная законодательная инициатива может быть поддержана, и те граждане, которые будут иметь в собственности такую недвижимость, могут ли они претендовать на гражданство? Конечно, нет. Конечно, нет. Это действительно так. Вот смотрите. Я извиняюсь, конечно же, это абсолютно нормально, конечно. Когда люди, которые приезжают там в страну, первые недели, месяцы и годы не имеют права голосовать. Мы сейчас же не о голосовании говорим, мы говорим о праве на гражданство, в принципе, вытекающее из этого обязательства, кроме голосования. Вот Андрей юрист, у них появляются имущественные права. Принцип
права всегда тянут за собой другие права. За имущественными правами появляются социальные права, экономические права. Вы говорите, вот написано здесь, экономическая целесообразность или риски. Но начнем с того, что мы живем в Республике Абхазия. Вы согласны с тем, что Республика Абхазия это продукт национально-освободительного движения? Безусловно, безусловно, и мы все с этим связаны. И мы все с этим связаны, конечно. Нет, конечно, да. Алхаз, И поэтому принцип я- экономической целесообразности наверняка не первый принцип, по Алхаз, которому не нам убегайте надо... от своего же вопроса. Вы задали вопрос Андрею Львовичу. Это очень важный вопрос, кстати говоря, потому Не, что я хочу вы уточнить. говорите о каких-то очень... Ирина Шотовна, можно ему встречный вопрос давайте, задать? он Просто хочет встречный поговорить. вопрос, вы понимаете, мы такое чувство, что каждый говорит и друг друга не слышит. Да, важно услышать друг друга. Я вас ребят. услышал. Да. Вот смотрите, вы наверняка хорошо знаете, что сегодня недвижимость может приобрести, я имею в виду жилую, конечно, иностранный гражданин. И причем это не вчера возникшее обстоятельство, оно на протяжении десятилетий Каким существует. образом? У нас что, сегодня коммерческую недвижимость нельзя приобрести иностранному? На физлицо нельзя. На физлицо Но на нельзя. юридическое лицо можно? Ну, на А юридическое какие права лицо- отсюда вытекают в отношении Юридическое- гражданства, голосования или Нет. каких-то других вопросов? никаких У нас прав, на протяжении никаких всего прав. послевоенного времени любой иностранный гражданин может зарегистрировать здесь юридическое лицо, В Абхазии, приобрести гостиницу, завод, комплекс Вы считаете, любой, что физическое получить лицо, право пользования юридическое- землей, построить новый объект. Но у него вытекает из этого обязательства по получению возможность получить гражданство. Кстати, Ну, нет, конечно, коллеги, вы не совсем... Не. А брат Денхама, Ну, наверняка есть люди, 20, которые проживают, конечно, и они приводят сюда людей, которые работают. Ну, это не совсем так. Мамо Яшадзам, Хорошо. Уюхо Ливан Яшадзам, а Яшадзам, а бизнес Уй Сарасав Шахадзам. Подождите, если они... Иван, уй Сарасав Шахадзам. Ливан, если они здесь не... Если они здесь... Можно я одну секундочку Давайте скажу? Я почти молчу. Давайте. Я почти молчу. Но если вы, как говорите, Ливан, здесь они не остаются, откуда в Гагарском районе 500 детей без гражданства? Ну, большая проблема, конечно. Значит, это Кстати проблема говоря, я существует. уверена, И что до Снимать, опасности. они могут снимать эти квартиры. Ребята, Шесто. давайте. Абраха аргылара тусуква шалацшажа. Яха аусу тыпква атуэчшай. Яха сараргылара сасачу издырует ярбан а дефицит дуд захаму. Аргылы шахамадзам апсуа сара с компания чей сымша апсуа опы и садыскалус. Сруху шая усура. Иртахзамадзам ирегва тыпква рыму. Мамо, Все здоровы. вы сам Шахадзам, Ну, Ливан, выбирали советскую Иван, если я поняла в начале, да, в Давайте я немножко вступительном верну. слове изначально были другие риски обозначены. И Давайте как мне о кажется, рисках. да, сейчас говорить о том, что самая главная проблема это привлечение рабочей силы, ну давайте откажемся от привлечения рабочей силы. Ну, это же Захзу либерализация, а экономика либерализация. Шараш политика, либеральная политика. Сара консерватору. Сара шестаху, ава, азыхацана. у нас достаточно консервативный, аккуратный подход к решению любой проблемы. И либеральность это тоже неплохо. Либерализация. Вот мы говорим об общем, но не говорим о конкретном. Ну, Давай. я Давайте говорю, о конкретных вещах. Да, Алхаз. да, давайте о Вы конкретных. сказали очень ключевую вещь, и я думаю, что надо на нее ответить. Вы сказали, что у наших граждан, у местного бизнеса ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Почему? Как вы считаете? Я не знаю. Теперь я вам говорю, один из элементов. Дайте я скажу. Позвольте мне сказать. Один из элементов экономической эффективности, в том числе привлечение достаточно больших ресурсов в экономическую систему республики. А это говорит о том, что у нас появится другой кредитный портфель. И у наших граждан, у малого и
среднего бизнеса, будут другие условия, возможности получения кредитов. А приток денег формирует, ну о чем вы говорите, это нормы экономики, ну Ливан, ну о чем вы говорите? Это как раз говорит о том, что в обороте будет больше финансовых ресурсов. Я вам дам слово. Кредиты должны быть, соответственно, по более низкой ставке, и у наших граждан появится доступ соответствующих финансовым ресурсам. А сегодня это не случайным образом, это абсолютно очевидные вещи. Любой экономист вам это скажет. Из зла. Это абсолютно понятные вещи. Да, один из, кстати, рисков, о которых они говорят, они считают, что вот эта проблема... Ну давайте тогда министр экономики пусть ответит. Хорошо. Ливан, Давайте мы коротко. Давайте по всем аргументам тех, кто считает, что тех, кто против этого законопроекта, по аргументам лучше пройдемся, да? И вот один из аргументов то, что вот они говорят, что это нанесет ущерб, нанесет ущерб строительному бизнесу, малому бизнесу, так они считают. Поэтому, пожалуйста, ваши аргументы. Значит, ситуация какая? То, что это экономически эффективный проект, это однозначно. В данной ситуации мы говорим о том, что мы привлекаем достаточно большой объем ресурсов для того, чтобы в республике были созданы не только рабочие места, но это могло повлиять на изменение экономической ситуации. Это не может не изменить экономическую ситуацию, потому что мы говорим о достаточно большом объеме строительства. Это первое. То, что сегодня объекты туристической сферы строятся в достаточно большом количестве, это же никто не может отрицать, а это говорит о том, что на сегодняшний день существует повышенный спрос на туристические услуги в Республике Абхазия. Сегодня каждый гражданин... Давайте я скажу, но если нам интересно все-таки говорить предметно, давайте выслушаем. Да? Сегодня каждый гражданин Республики Абхазия, который занимается бизнесом и не занимается тоже, он ждет туристического сезона. Правильно? Для чего он ждет? Потому что это основной источник дохода. Вы же это не отрицаете? Вы же это не можете отрицать. Значит, мы на что должны настраивать себя? На то, что мы должны увеличивать количество мест размещения. А места размещения могут быть разного типа. Могут быть люди, которые хотят приехать сюда не на 10 дней, не на 15, на месяц, на 2 месяца. Я не вижу в этом ничего плохого. Это люди, которые приедут сюда и будут тратить деньги. Более того, это увеличить туристический сезон, он у нас сегодня ограниченный. Наша же задача развивать это направление, привлекать большое количество людей для того, чтобы они могли здесь тратить свои средства, и наши граждане могли зарабатывать. Далее, надо понимать, что находясь здесь, туристы тратят конкретные деньги. Тратят они на продукты питания, на услуги, которые им оказываются, в том числе малым и средним бизнесом. Это же различные сферы направления экономики, которые будут в однозначном порядке задействованы. Я сейчас даже не буду касаться количества рабочих мест. Понимаете, в данной ситуации это будет подстегивать к тому, чтобы поднимать свой профессиональный уровень, получить новые профессии, получить хорошую работу, где зарплата будет не 20 тысяч, а 50 тысяч и 70 тысяч, потому что спрос будет на такую рабочую силу, понимаете? И здесь отрицать эти вещи невозможно. Вы представьте себе в данной ситуации, какой объем ресурсов может быть задействован только на этапе строительства. Только на этапе строительства. Я вообще сейчас не хочу привязываться к количеству. Для тех, кто занимается строительным бизнесом, сейчас я скажу. Это конкуренция. Вот я сейчас к этому веду. Теперь смотрите, вы тут бросили фразу, что речь идет только о песке и щебне. А у нас сегодня почему речь идет о песке и щебне? Потому что такого повышенного спроса не было. А люди тратят деньги на бизнес и на создание бизнеса тогда, когда существует рынок сбыта. А это гарантированный рынок сбыта любой продукции, которую могут производить здесь. В данном случае речь идет о строительстве. Да? Потом на этапе уже эксплуатации и реализации дальнейших действий. Вы представьте себе только в виде подоходного налога, какой объем средств в республику поступит. А внебюджетные фонды, Ливан, как вы считаете, наши ветераны войны заслуживают такую пенсию, которую мы сегодня имеем? Почему мы не должны платить нашим ветеранам 50 тысяч? Вы сейчас, в принципе, сказали то, что я в данном случае обозначила. Для того, чтобы принимать такие решения, нужны источники финансирования. Вы же знаете доходы нашего бюджета? Нет, вы знаете доходы нашего бюджета? Какие? Миллиард. Ну и?
Нас. И какой объем уже денег уходит только на убрала заработную плату? человек. Какой Избан объем без средств миллиард уходит только зои. на... Без миллиард зои. Потому что нет возможности А увеличить доходы в таком объеме, что будут удовлетворить спросы, которые есть. Кстати говоря, что касается налогов, если проследить динамику поступления налоговых платежей и таможенных платежей за последние 3 года, это достаточно существенная динамика роста. И в данном случае, естественно, прирост есть, конечно. Прирост есть. А бюджет есть. Значит, есть проблемы в налично-денежном обороте, и никто же это не скрывает. У Мы об этом часто говорим. Более того, мы о чем говорим? Что есть проблемы. Конечно, нет, у Яшадзем. У Яшадзем, Ливан. А хорошо, яка, а ехаму оборот акуна, жави миллиард яйцам бы азаров. А уичак басху, сатам барахисху. А у вяхаб урустила шивини жеба триллион. Яхё, и вив по миллион, триллион, вибиш процент. Так. Оборот ахё. Оборот ахё, абсуа оборот, и уй вибиш процент. Сарафья процент куписхё. Ши вих паб. А ши вих паб. Оборот ахё, харах бюджет. 2% мацара, вибж урустула арбаб замисху. Харах процент описху. Вябаалар, 2 миллиард афят изгана бюджет яла заработал. Кстати говоря, Ливан, правильно сделали акцент. И могу сказать, что в этом смысле, да, сравнивать нас в данном случае с Российской Федерацией не совсем корректно. Российская Федерация одна из лучших систем администрирования налоговой системы. И в данной ситуации сопоставлять эффективность администрирования налоговой системы в Российской Федерации с Абхазией это не совсем уместно. Мы в разных весовых категориях. И с Китаем в том числе. Я сейчас о другом. 3%. Ну, а 3%. Хотя мы гордимся, что вы нас сравниваете с Китаем. Слушайте, речь о чем идет? Давайте. Если у вас есть вопросы и претензии, Слушайте, вы можете провести абсолютно другой эфир на тему и налогов и так далее. И так далее. Я вам предлагаю обсуждать. Хорошо, но это... Я вам предлагаю провести отдельную дискуссию, предметную. Хорошо. Мы сейчас собрались Давайте конкретно о вернемся конкретном к нашим проекте апартаментам. Вернемся к апартаментам. Мы размываем Ну, время, еще понимаете? раз вернемся к этой теме. Что касается вопросов земли, ну понятно, что мы в данном случае исходим из того, что есть нормы Конституции. В данном случае речь идет о праве пользования землей. Это самый главный аргумент. Второе. Для того, чтобы возвести объект, в данной ситуации не только апарт-отели и апартаменты, соответственно, надо получить разрешение на строительство. Получить землю в пользование и получить разрешение на строительство. Конечно, однозначно, и здесь никто не скрывает, что особый интерес будет проявляться к особо ценным землям. Да, у нас особо ценные земли – это 500-метровая линия береговая. Значит, общая площадь, да, общая протяженность береговой линии, как все мы знаем, это 214 километров. Да, я вот некоторые цифры все-таки уточню для того, чтобы было понятно. И мы же это не только между собой обмениваемся мнениями, надо, чтобы люди услышали то, о чем мы говорим. Возьмем в периметр своей оценки риска в категорию особо ценных земель, как и предусмотрено законодательством Республики Абхазия. Это 500 метров от береговой линии. Длина береговой линии составляет порядка 214 километров. Соответственно, речь в целом сейчас об особо ценных землях. Это 10 700 гектаров. Надо учитывать, что на данный момент у нас практически все города и районы расположены в основном в береговой линии. Кроме того, хочу обратить сейчас внимание на очень важную цифру. Вот мы же говорим, что мы в данном случае лишимся особо ценных земель, потому что тут придет большое количество людей и будет массовая застройка. Вот я могу вам сказать, что за период с 2008 по 2023 год включительно принятых решений, я только говорю о республиканском уровне принятия решений, о местных органах власти я не говорю. Принято решение о выделении участков под строительство и размещение объектов курортно-туристической деятельности составляет 310 гектаров.
Это то, что уже на сегодняшний день наши граждане, в том числе путем привлечения каких-то инвесторов, имеют возможность возвести туристические объекты. Это говорит о чем? Это говорит о том, что у них уже такая возможность сегодня есть, и кроме того, они могут привлечь соответствующие инвестиции, имея право пользования землей. Это нашим гражданам интересно? Это точно нашим гражданам интересно. Дальше. Законопроект, в данном случае, да, мы сейчас пока говорим в общем, да, о том, что речь идет о 30 тысячах апартаментов. Сейчас никто еще решение не принял о том, это 30 тысяч, 10 тысяч или 20 тысяч. Это предмет обсуждения. Для этого есть депутаты Народного собрания, есть инициатива, которая будет, наверное, рассматриваться, обсуждаться. Я сейчас не беру ее как догму. Я говорю конкретно о предложении. Значит, речь идет о том, что мы планируем и внесли соответствующие предложения о 30 тысячах апартаментов, при том, что минимальная площадь должна составлять 20 квадратных метров. При средней норме застройки, к примеру, гостиницы с инфраструктурой на одного человека приходится 50 квадратных метров, а для санаторно-курортного комплекса 75 квадратных метров. Соответственно, на площади 1 га можно разместить в среднем 200 апартаментов. То есть речь идет о плотности застройки путем увеличения этажности. Таким образом, 30 тысяч апартаментов можно разместить на площади минимум 200 га. А если учитывать, что там необходимо развивать соответствующую инфраструктуру, детские площадки, объекты услуг, питания, сервиса, быта и так далее, торговли, то можно рассчитывать условно на 300 гектаров. Я эти цифры не просто так привожу. Я говорю о том, что общая площадь земель, особо ценных земель, да, о которых мы говорим, я озвучила. В данной ситуации речь идет о 300 гектаров. Поэтому о том, что речь идет о потере особо ценных земель и об отсутствии доступа наших граждан и нашему бизнесу строить аналогичные объекты, речь не идет. Более того, здесь речь не идет о том, что мы разрешаем это строить одним инвесторам и не разрешаем строить это нашим людям. Слушайте, каждый человек имеет право и возможность привлечь инвестора, построить объект в соответствии с теми финансовыми возможностями, которые могут быть использованы в этом смысле. И в данном случае я не могу согласиться с этим тезисом. Не могу согласиться. Да, кстати говоря, еще имеет значение в данной ситуации, я думаю, что в принципе это предмет обсуждения. Коэффициент использования площади. Да, в данной ситуации это тоже можно использовать. Это тоже инструмент регулирования этого процесса. Если, понимаете, мы будем в принципе придерживаться политики просто отрицания, это не значит решение наших проблем. Мы должны, как мне кажется, с вами обсуждать эти вопросы. Нет, он не очень низкий. Я говорю, что он не сопоставим с тем уровнем, который сегодня есть в Российской Федерации. И мы к этому идем. Мы соответствующую программу готовим. Хорошо, все. Вы больше друг другу мешаете, честно говоря. Иван, не приходите на эфир с Алхасом больше. Коллеги, я банальные вещи скажу, но тем не менее, Абхазия независимое государство. И наша самая главная цель и задача – это создать хорошие условия жизни нашим гражданам, гарантированный социальный пакет, обеспечить безопасность нашей страны и, самое главное, в том числе финансовую безопасность. Понимаете? И в этом смысле, как мне кажется, государство должно стремиться к решению этих задач. И здесь, я думаю, все с этим согласны. Я сейчас не пытаюсь популизмом заниматься, но тем не менее. И в данном случае эта инициатива, это в том числе решение этих проблем. В данной ситуации речь идет о решении экономических проблем, финансовых проблем. Любая инициатива имеет право на жизнь, она имеет право на обсуждение, она имеет право на доработку. И в данной ситуации никто не говорит, что данный проект – это догма и это рецепт решения всех проблем. Мы говорим о том, что это позволит нам изменить ситуацию. И мы призываем в данной ситуации не отрицанием заниматься, а предметным обсуждением данного проекта. И любые инициативы, которые могут быть направлены в том числе для нивелирования каких-то рисков, а они действительно есть, об этом общество говорит, и никто не стесняется это выражать, мы готовы обсуждать на любых площадках. Давайте говорить конкретно. Мы можем говорить долго, если будем говорить об общем, но я призываю все-таки говорить о предметных вещах. Самые главные риски здесь были озвучены, и озвучены были и до нас. Давайте говорить
от них предметно. Но отрицать очевидные вещи, что это экономически выгодно, ну это неправильно. Поэтому так, давайте так, вы же выступили. Вы же уже выступили. Поэтому я призываю все-таки к предметному подходу к данному вопросу. Спасибо большое.